بسم الله الرحمن الرحيم. Что касается иудеев, то они выводят человека из религии, вынося такфир тому, кто не находится на их вероубеждении. Так почему же вы не обвиняете их в том, что они чрезмерствуют в такфире? Религия без вынесения такфира – это не религия, так как такфир – это шариатское постановление и нельзя отвергать его в целом. Однако мы предостерегаем от чрезмерства в этом вопросе. Для опровержения хариджитов и чрезмерствующих в такфире нами уже были собраны доводы на более чем 7000 страницах. В этом сборнике мы опровергли хариджитов и тех, кто злоупотребляет такфиром. Но несмотря на это, некоторые продолжают обвинять Ахлю Сунна в такфиризме, в связи с чем возникает вопрос. Почему? А все потому, что они хотят упразднить это постановление религии Аллаха, говоря, что в исламе нет такфира. Но когда дело касается христиан и иудеев, которые убивают наших братьев в Палестине, то они тут же находят им оправдание и представляют их безвинными. Более того, те, кто обвиняют нас в такфире, открывают границы для убийства мусульман. Так что же это за религия? Что за ислам, который позволяет им, называя себя мусульманами, следующими правильному вероубеждению, открывать границы и давать врагу возможность убивать мусульман в Палестине, в Ираке, в Афганистане и Чечне? Что это за религия? А это та религия, которую любят правители. Это ложная религия. Вероубеждение правителей и их последователей – это мурджиизм. Но как разумный человек может позволить допустить такое в своем доме? Если мы представим, что государство – это дом мусульманина, то они позволяют открывать двери своего дома для врага, чтобы он зашел и убил члена семьи. И где же в этом разум? Затем они без всякого стыда порочат ученых Ахлю Сунна, обвиняя их в чрезмерности и такфире и называют террористами. Почему это делается? Потому что они потакают тиранам в их попытках утвердиться перед врагами из числа иудеев и христиан. Мусульмане в Газе гибнут от рук иудеев с молчаливого согласия правителей более 20 мусульманских государств, которые находятся вокруг этого клочка земли под названием Газа. И речь тут не идет о жителях этих государств. Если бы правители открыли для них двери, то они бы сражались на пути Аллаха. В своей основе эти народы мусульмане. И мы не выносим им такфир из-за власти неверующих над ними, как это делают приверженцы такфира и хариджиты. Мы различаем между хукмом территории и хукмом личностей. Поэтому мы говорим о правителях, которые днем и ночью бормочут о том, что они следуют шариату и являются правителями стран единобожия, открывая при этом границы своих государств для иудеев, чтобы те убивали мусульман в Газе и на других землях мусульман. Так что же это за религия у них? Даже неверующие времен пророка, саллиллаху алейхи вассалям, имели мужество и достоинство, чтобы не позволять себе тех действий в отношении мусульман и других, которые позволяете себе вы. Поводом для составления неверующими во времена джахилии договора под названием Хильф аль-Фудуль, который также похвалил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, являлось то, что многобожники притесняли друг друга. Многобожники не могли смириться с тем, что среди них есть угнетатели и угнетаемые. Поэтому они созвали совет и привели Абдуллаха ибн Джудана, который, будучи неверующим, решил бороться с притеснениями и создал союз Хильф аль-Фудуль для помощи угнетенным.
И я еще раз напоминаю вам, что они были неверующими и идолопоклонниками. Однако, несмотря на это, они не допускали притеснения, а нынешние приверженцы ислама, которые днем и ночью кричат о призыве к шариату и к сунне, открывают двери иудеям, чтобы те убивали мусульман. Необходимо понимать, братья, что это религия от Аллаха, и тот, кто недоволен ею такой, какая она есть, тот недоволен Аллахом, Исламом и Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, как пророком. Вы должны закрепить это в своих головах и не должны вестись на красивые речи о том, что эти правители являются мусульманами лишь на том основании, что они печатают мускафы, строят мечети и возводят образовательные учреждения якобы для изучения единобожия. Все это нам не нужно. Нам нужен ислам, который правит государством и его жителями. Мы хотим закона Аллаха в управлении над всем. Вот что нам нужно. И подобные лозунги и красивые речи не должны обманывать нас, так как суть заключена не в том, что они заявляют, а в том, что происходит на деле.